Этим летом в России пропали больше 15 тысяч человек. Большинство их находят, но местонахождение 1500 человек до сих пор неизвестно. Мы сейчас находимся в Якутии, а Якутия — это бескрайняя тайга, тундра и бесконечные леса, где можно с легкостью заблудиться. И мы сегодня хотели рассказать историю про тех людей, которые заблудились, но смогли вернуться. И даже по некоторым историям сняли самый кассовый фильм республики. Всем руя-хал, меня зовут Борислав Степанов, и это наша новая рубрика, где мы будем рассказывать самые-самые интересные факты про нашу любимую Якутию. Если вы готовы, погнали! Корапы центрга районского 10 адреска булка багарагытын бартын бол окутынсеп. Булчут шоп магыңа Армитек, Дакмания, Хантер Хелп, Стэнли, Гармин, Боафэнг, Аркон, онна Рикэн тепловизордарын официальный дилері болар. Олата производитель сайкы турубы сандыттан уатрүлді пакаратылылар. Онна бу санағатталары гарантияты келі хаджар. Чока бітта. Онна хаз бейді ерке асынар таңығын кәләңгет манна танны қытын сөп. Ар сарғы атырар ситка. Онны білдергетін күрдік бұ ситканы бұлкар олбаққа свадьбаға ме кәте қасеп. Онны білеген самай кеме бол отырар түйінгі бұлқы тұттылар тепловизордары, прицеллары әйгі манны кәләғат мантан бұлағат. Онны әйті барта сүз біріғін оригинал. Аны тағанан әлбәқ манчуктар, бұяқтар, ехит хамос, термостар, рациялар онны әлбәқ тухалақтыры. Етенне бұлқан адылақ етағата барта манна бар. Аял Максимов, 2 года. Он пропал 9 сентября 2004 года из Саилыка, недалеко от села Искра Намского района. Малыш сильно плакал, поэтому бабушка отпустила его поиграть во двор. Пропажу заметили около 5 часов вечера. До полуночи родственники искали малыша своими силами. На следующий день они поехали в село Искра и позвонили в МЧС. Мальчика нашли в 3,5 километров от Саилыка 12 сентября. Он все 3 дня пробыл в одном месте и объел всю бруснику вокруг себя. В 2023 году был похожий случай в Вевено-Ботантайском районе села Кустур. Мальчик 19 года рождения пропал 22 июля и пробыл сутки в лесу. Его нашли в 6 километрах от населенного пункта с сильным переохлаждением. Павел Кривошапкин, 36 лет. Он пропал 21 июня 2022 года вместе с самолетом Ан-2, который вылетел из местности Юсхатын в Якутске до площадки вертикальная Кобяйского улуса. 1 июля спасатели нашли сгоревший и разбившийся самолет на склоне горы, примерно в 45 километрах от села Себян-Кёль. В самолете были найдены тела 2 пилотов, но 3-го пассажира, Кривошапкина, там не было. Вскоре выживший сам выбежал к спасателям с жилеткой, намотанной на палку. Кривошапкин выжил благодаря хижине рыбака, которую он нашел неподалеку. Он провел в тайге 11 дней. 13 июня 2002 года пропали 2 парней в Верхоянском районе. Артур Старостин и Анатолий Амосов. Им было по 16 и 19 лет. Ребята ушли на рыбалку и не вернулись домой. Оказалось, что во время рыбалки на них вышел медведь. Убегая от огромного зверя, они бросились бежать, так и заблудились в тайге. Уставшие Артур и Анатолий уснули под деревьями, а когда проснулись, поняли, что они уже потерялись. С собой у них были только перочинный нож, коробок спичек, леска и 2 рыболовных крючка. Друзья как могли поддерживали друг друга. Они в основном питались ягодами, а когда вышли к горным ручьям, они ловили рыбу. Через 54 или по некоторым источникам 56 дней 5 августа пропавших случайно обнаружили рыбаки на реке Алдан в 500 километрах от места пропажи. По мотивам истории Артура и Анатолия в 2015 году сняли фильм. Фильм называется «Мумуттар», что в переводе «Заблудившиеся». Этой зимой, 28 ноября, Якутск Сити Холл. Большой сольный концерт The Адресов. Не пропусти. Билеты в приложении Мост. Успокоили бы демона внутри меня. Все, что было между нами, не доверь. Я буду с тобой.
Лидия Осипова. Ей было 17 лет. Она пропала 26 июня 2011 года. Она отправилась из Батагай-Алытаева Набатантайского улуса в сторону села Кустур. И, внимание, расстояние между наслегами 100 километров. Пройдя несколько километров, девушка устала. Она решила срезать путь и, к сожалению, она заблудилась. Через 3 недели, не обнаружив ни одной зацепки, МЧС свернули поиски. Ее не переставали искать только родственники девушки. Мама той девушки, Лидия Афанасьевна, не теряла надежды. Она верила до конца, что дочь вернется домой, что она сумеет выжить, что она найдет еду, потому что она не зря росла в тайге. Все эти 30 дней она ела одну ягоду, спать приходилось под кустарниками, а если была плохая погода, искала овраги, чтобы меньше промокнуть и защититься от ветра. Уже через неделю пути девушку шатало от голода и усталости, но каждое утро Лида просыпалась, умывалась в ручье и упрямо шла вперед. Нашлась девушка ровно через месяц, и то случайно. Ехавшие на сенокос местные жители увидели у ручья ее следы. Сильно исхудавшую ее обнаружили в старой избушке на покосе. Поход настолько измотал девушку, как только она почувствовала себя в безопасности, она, счастливая, сразу уснула. Егор Кривошапкин. Ему было 46 лет. Отметьте у себя, что он пропал 14 августа 2021 года в Верхоянском районе. Родственники Егора в отчаянной попытке найти своего родного человека обратились к экстрасенсу, но, к сожалению, должного эффекта это не дало. Один из волонтеров поиска оставил в тундре свою палатку с печкой внутри, надеясь на то, что Егор Кривошапкин наткнется на эту палатку, согреется и поест. И, внимание, его нашли 22 октября в той же палатке, в 300 километрах от места пропажи. Егор Кривошапкин провел в диких условиях 2,5 месяца. 2,5 месяца. А в 2019 году Егор Кривошапкин тоже пропадал. И нашелся он спустя 2 месяца. Тогда он нашел заброшенную избушку. В этой избушке была мука, и он питался тем, что он мог добыть в то время. Вот такая вот воля к жизни у Егора Кривошапкина. В общей сложности он пробыл в тайге 4,5 месяца. 4,5 месяца. Одна из популярных в Якутии сестер-близнецов, блогер, певица Карачайна Туприна, ее отец Олег Туприн и друг семьи Федор Спиридонов пропали 18 октября 2018 года. Они выехали из села Саскалах в село Ирюм-Хая Анабарского района. И хотел бы добавить, что Анабарский район является самым северным районом Республики Саха-Якутия. Они сбились с дороги и заблудились, потому что потеряли сим-карту GPS-навигатора. Как они сами говорят, они ехали по тундре, ладонями разогревали навигатор. В этот момент симка упала в снег, и они не могли ее найти. После пропажи сим-карты спутниковый навигатор выставил неверный маршрут, и они поехали по неверному маршруту. 2 дня Карачайна с отцом и его другом ночевали под открытым небом в тундре. Как они говорят, первые 2 дня они искали дорогу, ночевали на улице, а потом у них закончился бензин. Им стало очень страшно, они пили только чай. На 3-й день они нашли летний балок в тундре. Балок – это передвижное временное жилье. Хорошо, что там была печь, они затопили и, наконец-таки, согрелись. Еды у них не было вообще. Из Якутска Карачайна везла с собой гостинцы в виде овощей и фруктов, но, к сожалению, они испортились от холода. Но им ничего не оставалось, как употреблять негодные продукты в пищу. На 4-й день Олег Туприн нашел оленье копыто, которое еще оставили оленеводы осенью. Конечно, естественно, это оленье копыто было покрыто вся плесенью. Они его помыли и сделали из него бульон. К счастью, на 4-й день они нашли маленький пакетик с гречкой и кушали ее. Вечером 24 октября 3 пропавших людей обнаружили в местности Средняя, в 90 километрах от места пропажи.
В заснеженной тундре они провели 6 долгих дней. Безусловно, исчезновение юной певицы вызвало большой, огромный общественный резонанс. Ее пригласили на республиканский вещательный канал. Она сказала, что многие люди посчитали их исчезновение, их пропажу неким пиар-ходом. И она, конечно же, естественно, эту информацию опровергла и сказала, цитата, «Никто бы не осмелился пойти и добровольно заблудиться». Многие еще удивлялись тому факту, почему у нее не садилась батарейка на ее телефоне. Кричана Туприна снимала видео, как проходил их быт во время пропажи, и вообще она снимала некий маленький влог. И она объясняет это тем, что она зарядила свой телефон полностью, и временами она ее отключала и включала. И кроме того, были мысли о том, что в случае их смерти у них будет это видео. Карина Чикитова. На момент пропажи ей было всего лишь 3 года и 8 месяцев. 10 лет назад произошло событие, которое поразило многих. В конце лета в якутской тайге пропал 4-летний ребенок вместе со своим щенком. Судьба Карины Чикитовой не оставила равнодушным никого. И многие люди со всего мира начали пристально наблюдать за ходом спасательной миссии. Она пропала 29 июля 2014 года. Но, к сожалению, родственники хватились ее только 2 августа, когда обнаружилось, что девочка не уехала с отцом. Из-за отсутствия сотовой связи проверить, забрал ли отец дочку, было невозможно. И через 3 дня отец Карины вновь приехал в село Олом. Но он был один. И уже именно тогда стало ясно, что что-то случилось с девочкой. Была вызвана полиция, были вызваны спасатели и кинологи. Более 100 человек днем и ночью прочесывали тайгу. Густая трава, насекомые, жара днем, ночью холод и сырость усложняли поиски. Найти ребенка живым в таких условиях считалось практически невозможным. Особенно после того, когда нашли утонувшие в болоте сапоги девочки и куртку. А это значило, что Карина сейчас в данный момент оставалась в одной футболке и в колготках. Но чудо произошло на 9-й день после исчезновения. В деревню прибежал щеночек Карачан, что в переводе означает «малыш». А после этого ей дали кличку Найда. Девочку нашли на 12-й день, в 6 километрах от села Олом. Она заблудилась тогда, когда играла вместе с собакой и зашла вглубь леса. И, как говорят специалисты, она просто физически не могла продержаться почти 2 недели в таких экстремальных условиях. За 12 дней ребенок потерял треть своего веса. Все это время она питалась ягодами, пила воду из ручья, а по ночам грелась вместе со своим щенком. Спасателей поразило то, что она знала, как подготовиться к ночи. Она выбирала место, она рвала траву, она выживала еще во многом благодаря своей собаке. Спасение малышки иначе как чудом никак не назвать. И по историям Карины Чикитовой был снят одноименный фильм «Карина», который стал самым кассовым фильмом Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, заблудиться может каждый. Это не зависит от возраста, и теряются даже те люди, которые жили в этой местности всю свою жизнь. Если вы намереваетесь идти куда-то в поход, по грибы, по ягоды, обязательно берите с собой спички, нож, воду и полностью заряженный телефон. Про то, как работают наши спасатели Республики Саха-Якутия, вы можете посмотреть. У нас есть отдельное видео, и мы оставляем ссылку внизу. И до скорой встречи.